Ассаламу алейкум, мөхтәрәм тамашачылар. Хәерле һәм матур көннәр теләп, бүгенге программабызны башлыйбыз. Соңгы елларда халал исемле бренд илебездә киң тарала башлады. Шәһәребездә дә халал кафе-рестораннар, халал медицина һәм башка халал ашамлыклар безнең өчен хәзер яңалык түгел. 19 елның декабрендә Уфабызда бик зур форум, халыкара форум узды. Күп илләрдән, ислам илләреннән кунаклар Уфабызга җыелды һәм республика башлыгы Ради Фаритулла Хабиров форум кыссаларында ислам икътисади компанияларны, ислам инвестицияларын Башкортстаныбызга, республикабызга чакырды һәм республикабыз ислам финансларга ачык дип игълан итте. Күптән түгел Ихлас мәчетебездә ислам финансларга багышланган семинар үтте. Оның спикерлары, Казан кунаклары Руслан Халиуллин һәм Рамил Батыршин булдылар. Бүген Рамил һәм Руслан безнең студия кунаклары. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез студиябызга. Инде без бик шатбыз сезне шәһәребездә, Уфа мәркәзебездә күрергә һәм инде соңгы елларда бу яңалык, әлбәттә, ислам финанс, ислам банкинг һәм инде халал икътисад дигән исемнәр бик киң тарала башлады. Без беләбез, Казан шәһәрендә, Мәскәү, Самара шәһәрләрендә бик зур саммитлар, форумнар үтә бу мәсьәләләргә багышланган. Моны сез безнең тамашачыларны да ислам финанслары, ислам икътисады һәм аның нинди бүгенге көндә нинди алымнары, нинди форматлары бар, шуның турында сөйләп китсәгез иде. Несомненно, сейчас уже все признают, что исламские финансы в мире набирают большие обороты. Это, наверное, самое развивающееся направление. Все крупные транснациональные компании учитывают наше мнение, разрабатывают и стандарты халяль, и продукты внедряют свои халяль. Это, как уже сказано, и одежда, медицина, продукты питания, и в том числе и финансы. На самом деле, вот мы понимаем, насколько востребованы. Вчера непосредственно на семинаре задавались множество интересных вопросов. Это очень интересная и актуальная тема сегодня. И мы, так скажем, в своих компаниях нашли определенный выход, когда мы можем предложить мусульманам халяльный способ инвестирования, халяльный способ рассрочки, халяльные варианты. Есть еще в перспективе у нас несколько продуктов, которые мы хотим внедрить. Иншаллах, будем двигаться. Прежде всего, хотелось бы вас поблагодарить за возможность в участии в этом мероприятии, за возможность поделиться своим опытом здесь, на передаче. Аллах ля разы булсын. Да, как правильно уже сказал Руслан, исламские финансы сейчас очень набирают обороты во всем мире. В 2008 году, когда был всемирный кризис, исламские финансы, исламский банкинг он практически не затронул. Это показатель того, что модель исламских финансов она является наиболее устойчивой. И сейчас исламские финансы, на мой взгляд, это та модель, которая поможет развиваться в целом мировой экономике. Причина этого простая. В основе исламских финансов, исламского банкинга заложены принципы справедливости, принципы учета мнения каждой из сторон. Наша сфера, в которой занимаемся мы, это жилищный вопрос. Мы разработали программу рассрочки на жилье. Это наиболее актуальный вопрос на сегодняшний день, потому что очень сложно скопить на квартиру и единоразово купить. На этом примере тоже видно, что модель исламских финансов, она действительно работает и она применима к российскому законодательству. Ее действительно можно реализовать. Действительно, Рамиль, вот вы затронули, наверное, самую острую проблему для мусульман. Это проблема жилищного вопроса. Не секрет, что на сегодняшний день, наверное, самым популярным способом приобретения жилья среди особенно молодых семей является это ипотека. Но ипотека есть классическая, потом мы часто слышим, есть социальная ипотека, ипотека для различных слоев населения, жителей, например, сельская ипотека. Скажите, пожалуйста, вообще об ипотеке, насколько она соответствует нормам ислама, и есть ли варианты ипотеки, которые соответствуют и которые не соответствуют нормам шариатским?
Да, действительно, сейчас, к сожалению, наиболее распространенная модель – это в жилищном кредитовании, это ипотека, где прибегают к традиционному кредиту. Как известно, традиционный кредит содержит процент. Процент, то есть риба. С точки зрения ислама, Аллах Та'аля сказал в Коране: «Аста'изу билля ва ахаллаллаху байга ва харрама риба». То есть это прямой запрет на ростовщичество, и также говорится, что дозволена торговля. Конечно же, приобретение жилья посредством риба является запретным для мусульман. Как брать, так и давать под проценты запрещено. Но в то же время, конечно же, Аллах Та'аля не оставил нас без решения этого вопроса. Как в Коране, так и в сунне, в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, содержится много информации о том, как можно дозволенным путем выгодно для каждой страны решить тот или иной финансовый вопрос. Способы рассрочки, различные объединения, виды партнерства. То есть они прописаны на сегодняшний день, и нам остается это брать и применять на практике. Мы уже сейчас разработали программу беспроцентной рассрочки по канонам шариата. Все это делается на базе надежного застройщика. На данный момент в городе Уфа можно приобрести квартиры по этой программе в жилом комплексе «Венский лес». Схема заключается в том, что 50% человек выплачивает сразу первоначальный взнос, и вторую часть в течение 7 лет выплачивает уже в рассрочку. Даже будет правильнее сказать, что он выкупает небольшими долями квартиру по рыночной цене. Здесь все происходит без участия банка по принципу кассы взаимопомощи. Касательно вопроса о том, что если процент будет небольшой, сейчас задают вопрос каких-то программ, где небольшие проценты по ипотеке, является это дозволенным или нет с точки зрения шариата. Ислам четко дает ответ, что ростовщичество, риба, запрещено, будь то в большом объеме, либо в малом, большой процент, либо маленький. Однозначно это все является грехом. Если провести очень простую и понятную аналогию с продуктами питания, где мы это все понимаем, если в халяльный продукт, в тот же суп или в ту же колбасу попадет хоть какая-то крупица запретного продукта, то полностью весь этот продукт становится уже запретным. Вот точно так же небольшая крупинка риба – это ложка дегтя, может оказаться и испортить все. Поэтому здесь не приходится говорить о том, что это дозволено из-за того, что это маленький процент. Для нас, для мусульман, если в Коране есть прямой запрет или прямое повеление на что-либо, мы, не задумываясь, уже готовы это выполнять. То есть мы услышали и приняли, и выполнили это. Но дальше, если уже начать вникать и разбираться, конечно, там уже, можно так сказать, уже множество знамений для нас. То, что действительно исламские финансы, исламская экономика – это вот именно ключ к решению многих вопросов. И если посмотреть на весь мир глобально, люди в какой-то момент резко озадачились всемирной экологией. Они поняли, что сбрасывание отходов в какие-то ресурсы, загрязнение питьевых источников воды, оно приведет просто к определенной катастрофе. На сегодняшний день, к большой нашей радости, мы наблюдаем тенденцию, что во всем мире именно это этическое отношение к экономической, к финансовой системе именно набирает такие же обороты, как какой-то период назад это было с экологией. И в экономике тоже есть своего рода экологичное, этическое использование всех ресурсов. Исламские финансы как раз помогут реализовать, претворить это в жизнь. То есть сегодня можно говорить о том, что российское законодательство позволяет фактически осуществлять, заниматься исламскими финансами легально, то есть в рамках существующего действующего законодательства. И расскажите поподробнее, пожалуйста, что это за такие формы, позволяющие в российском законодательстве найти формат, позволяющий, соответствующий нормам исламским?
Вообще, одна из наиболее предпочтительных форм – это партнерство в исламском банкинге, в исламских финансах. То есть это мушарака. Мушарака – это когда люди объединяют свои активы и решают какие-то свои вопросы. Есть партнерство, объединение с целью получения выгоды, есть партнерство с целью страхования, партнерство с целью решения, вот, например, здесь в данном случае жилищного вопроса. Мы же применили вид партнерства мушарака вместе в совокупности с 215 федеральным законом о жилищных накопительных кооперативах. Там в самом уставе, в документах был ряд небольших противоречий, которые можно исключить из устава, такие как, например, пени, штрафы или неустойки. То есть пайщики самостоятельно могут принять такой устав, где этих пунктов просто может не быть. То есть закон нам не воспрещает делать уставные документы, договора, которые не противоречат шариату. То есть здесь никаких проблем нет. И вот этот сам закон 215, он очень сильно соответствует вообще духу самого исламского банкинга, где происходит совместное вложение, совместное партнерство в общий капитал, это общее долевое имущество, и поэтапное решение вопросов каждого пайщика. При этом каждый человек, который находится в этой программе, он соразмерно своим вложением разделяет также риски. То есть это тоже один из базовых принципов. Ты, придя в исламский банк, в исламские финансы, не только должен хотеть получить, но ты должен быть готов, что нужно разделять еще и риски со своими партнерами. Это как раз-таки вот этот самый принцип справедливости. Ну и по причине того, что здесь нет посредников в виде банка, сам жилищный накопительный кооператив, он является формой взаимодействия с застройщиком, он как раз является инструментом прямого инвестирования в строительную сферу. То есть реальные активы, они связаны с потребителем. За реальные квадратные метры, за реальные квартиры человек платит свои деньги. Руслан, скажите, пожалуйста, а вот насколько сложным на сегодняшний день является вот взаимоотношения с госорганами, с государственными структурами и вообще понимание со стороны властей федеральных, региональных, какое отношение у них к исламским финансам? Я почему об этом хочу спросить? Потому что действительно вот глава нашей республики Ради Фаритович Хабиров сказал о том, что мы ждем, чтобы исламские финансы пришли в нашу республику. Мы действительно есть потребность в инвестициях исламских. Вообще на федеральном уровне, в Казани, в Республике Татарстан, какое отношение к исламским финансам на сегодняшний день? На самом деле наша деятельность регулируется Центральным банком, и наш региональный и национальный банк, у нас как бы было совещание, в котором обсуждали эту тему, формы, и в принципе нам дают везде зеленый свет, поскольку это здоровая альтернатива современной экономике, которую регулярно мы слышим. Мы видим, как кризисы ее сотрясают, а это альтернатива, которая построена, как Рамиль уже правильно сказал, на справедливости. С точки зрения государства, везде поддержка. У нас и это агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. И, как вы знаете, и президент у нас возглавляет Россию исламский мир, так называемый. Вот. Поэтому разработана целая программа «Халяль лайфстайл», в которой они пытаются проработать и с точки зрения моды, и с точки зрения различных мероприятий. Я думаю, нам, мусульманам, сейчас очень важно включаться в этот диалог, говорить о наших проблемах, о наших чаяниях, о наших ценностях. Именно так мы сможем, так скажем, социализироваться, именно так мы сможем донести то, что нас тревожит, волнует, и влиться в это общество полноценно. То есть, на самом деле, полная поддержка везде. Я нигде не слышал, чтобы как-то плохо относились. В рамках законодательства тоже мы полностью соответствуем. Более того, у нас есть заключение Совета улемов ДУМРТ, шариатский контролер. То есть, весь мир погрузился давно в исламские финансы, а мы так немножко отстаем пока. Но я считаю, что это на самом деле возможность, хорошая возможность для развития. Скажите, вот мы понимаем, что действительно жилищные вопросы – это, наверное, самое актуальное. Но вот ваша сфера, она специфичная, это ценные бумаги. Действительно, насколько это актуально, насколько это интересно вот нашим современным мусульманам, российским мусульманам? Насколько это востребовано?
Как я уже говорил, повторюсь еще раз, весь мир погрузился. В Америке есть Dow Jones Islamic Market Index, в Европе Morgan Stanley, Эмираты, Малайзия, везде работают. У нас, у мусульман, немножко нет халяльной альтернативы инвестирования. То есть у нас люди либо хранят в матрасах деньги, условно говоря, либо идут в банк и получают риба и не знают, что с ним сделать и как очиститься, либо в собственном бизнесе все, и тоже как бы риски все, условно говоря, яички в одну корзинку. Мы предлагаем здоровую диверсификацию, и это в порядке вещей. Мы совсем не планируем на 3, на 5, на 7 лет вперед, мы не ставим какие-то цели, хотя для этого на самом деле не нужны огромные средства. Сейчас наша компания позволяет дистанционно либо зарегистрироваться в личном кабинете и посмотреть на эту динамику, попробовать инвестировать. Там достаточно простая процедура ввода и вывода денег. То есть вам не надо держать год, вам не надо держать 3 года. Вы можете месяц проинвестировать, посмотреть, получить доход, сделать какие-то выводы. Либо прийти в любой офис Акбарсбанка, так скажем, где вам тоже могут ответить на какие-то вопросы. Ну, на самом деле мусульмане ждут этого. Идея у нас была намного шире, не только расширить экономические возможности мусульман. Идея была шире в каком плане, что человек через какие-то там 3-5 лет придет в какую-то финансовую организацию и может получить там инструмент по рассрочке, инструмент, значит, по АПИФам инвестирования, страховку согласно исламским. Мы должны прийти к этому. Целый набор инструментов. Вот какая цель. Скажите, вот я насколько знаю, специалистов в сфере исламских финансов в России очень мало. И, я так понимаю, в исламских учебных заведениях, да и в светских учебных заведениях, финансовых вузах такое направление, как исламские финансы, либо не преподается вообще, либо настолько поверхностные какие-то знания даются. Насколько вот актуально создание каких-то школ, я не знаю, каких-то семинаров, еще, возможно, как бизнес-школ по обучению. Вот в этом направлении что-то сейчас делается? Да, я согласен. Это очень актуальный вопрос. Специалистов в данной сфере часто бывает недостаточно. Либо есть специалисты, но часто не обладают тем набором характеристик, которые требует современный рынок. Потому что понимание, знание основ, постулатов исламского права муамалят, этого еще недостаточно, чтобы притворить все это на деле, чтобы притворить это в жизнь. Поэтому здесь, я считаю, нужен комплексный подход. Учебные заведения исламские, я думаю, это задача их готовить именно вот такие профильные кадры в плане исламского права, в плане исламских финансов, которые разбирают специалисты. Уже семинары, какие-то мероприятия, круглые столы, форумы, они дают как раз вот энергию, наверное, какой-то толчок уже тем людям, которые на практике все это развивают. И одно без другого оно не будет работать. Есть экспертное сообщество, есть академическое сообщество, которое прорабатывает досконально все, каждый вопрос прям до молекул, до деталей. А есть люди, которые внедряют это все на рынке. Вот здесь нужен симбиоз, на мой взгляд, для того, чтобы исламские финансы полноценно начали функционировать на территории Российской Федерации. Ну, прежде всего, исламские финансы – это все-таки знание и внедрение норм шариата. Эта потребность огромная, мы вот даже видели по этому семинару, сколько было вопросов. Поэтому, конечно, очень важно сейчас, вот мое мнение, на этом этапе цель – это просвещение. Мы должны, соглашусь с Рамилем, проводить круглые столы и объяснять людям банально, что такое халяль, что такое харам в финансах, чтобы люди знали. Начать надо с этого, и потихоньку мы будем внедрять продукты. Как только у нас сознание проснется, с чем мы сталкиваемся, ведь в исламе тоже риба сравнивается с ужасными вещами в хадисах. Поэтому тут надо понимать. Сам человек, он дальше будет уже думать, искать. Потихоньку, когда мы будем набирать обороты, ведь много крупные инвестиционные компании, они зачастую не верят, что это востребовано. Они не понимают специфики внедрения, они не понимают нюансов. Поэтому пока мы не будем своим рублем голосовать, что нам нужен чистый, согласно халяль, продукт,
финансовом плане, мы никого не убедим, никто к нам не придет на помощь. Мы должны сами понимать, что это для нас важно. Скажите, вот вы затронули тематику экспертных сообществ, академических сообществ, и вот сказали, что при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан есть экспертный совет по шариатским финансам. Расскажите поподробнее, пожалуйста, что это за экспертный совет и в каких еще духовных управлениях мусульман в России есть такие экспертные советы или специалисты? Ну вот на сегодняшний день, по моему опыту, мы взаимодействуем с Духовным управлением Республики Татарстан. Очень нам помогает в этом очень большой экспертный вот этот ресурс. Он есть в Российском исламском университете и Совет улемов Республики Татарстан. Практически любой вопрос, с которым мы обращаемся, всегда находится решение. Без ответа мы не остаемся. Также есть Совет улемов в Москве, где я тоже знаю, есть очень серьезные специалисты в плане исламского права, муамалят в частности, которые тоже достаточно компетентны в этом во всем. Также и в Уфе мы общаемся и взаимодействуем с ребятами уже не первый год, вот уже несколько лет, пока мы работаем над своим проектом рассрочки, тоже взаимодействуем. Мы приезжаем сюда, они в Казань к нам приезжают, делимся опытом. Тоже есть ребята в духовном управлении, которые разбираются в этом, которые понимают местный рынок. Я думаю, что для Уфы, для Башкортостана вот этот ресурс необходимый, он есть для того, чтобы начать запускать и готовить какие-то проекты по исламским финансам. Я считаю, что это краеугольный камень, вот основа всего. Вот этот, на первый взгляд, кажется сложный путь, когда институт разрабатывает. Не просто какой-то эксперт, сильный, слабый, с своим мнением, которому может противостоять другой эксперт. У нас такое присутствует тоже. Вот именно, что институт разрабатывает, потом Центральная религиозная организация принимает, смотрит на базе теологии, действительно мнения различные рассматривает, аккредитует. Потом у нас шариатский контролер, который контролирует. Вот этот, казалось бы, сложный процесс, он, наверное, единственный, возможно, верный, потому что сейчас мы видим, что нас уже воспринимают как группу дисциплинированную, у которой есть средства и ряд нечистоплотных, может быть, компаний и предпринимателей, которые, главное, собрать деньги. Ну, условно говоря, обмануть людей. И я призываю всех людей вот именно смотреть, где есть шариатский контролер, кто аккредитовал, какая экспертная оценка. Очень внимательно, чтобы нам вот на этом росте, чтобы мы случайно не пострадали от мошенников. Поэтому тут обязательно надо это постепенное поступательное движение. Обязательно надо смотреть, что за компания, когда она работает, какие у нее лицензии. Мы не должны, потому что халяль уже стал таким определенным брендом. И соблюдающие мусульмане, они, как правило, уже привлекают внимание их, они пытаются разобраться. А нечистоплотные на руку предприниматели, которые ничего общего порой не имеют с этим, они пользуются экономической безграмотностью, пользуются теологической безграмотностью, юридической безграмотностью. Мы должны за этими вещами следить, очень внимательно относиться. Семинар, я могу сказать, прошел с успехом, наверное, в городе Уфе, в нашей мечети. Положительные отклики я слышу от прихожан. Ну вот, я, насколько знаю, скоро у вас будет такой же семинар в городе Самаре. Вообще, вы как планируете дальнейшую свою работу? Это будут какие-то постоянные семинары в городах России или это будут какие-то интернет-ресурсы? Расскажите, вот как вы видите будущее своей работы вообще по распространению знаний по исламским финансам? Да, вот как мы уже подчеркнули, то, что очень важно для развития этой индустрии, чтобы было очень сильное экспертное сообщество, чтобы бизнес-сообщество также откликалось на это. Но один из основных аспектов — это, конечно, готовность потребителя, готовность целевой аудитории идти навстречу тоже этому продукту. И я буду предлагать и у нас в республике, и вот нашим соседям тоже внедрять какие-то программы, которые помогут мусульманам, которые глубоко не вникают в исламское право,
начать больше разбираться в имущественных отношениях мусульман. То есть это один из тех ключей, который поможет нам очень быстро продвинуться вперед. И вот такие мероприятия, которые, как мы провели вчера здесь в мечети Ихлас, они являются показателем, что людям это нужно, что людям это интересно. И было столько интересных вопросов. Я думаю, что это найдет отклик и не только здесь, это дальше и по другим городам тоже будет очень популярно. Это, наверное, одна из точек, из зон роста на сегодняшний день. Можно отметить, что в тех регионах, где власть придает этому значение, поднимает этот потенциал, там и результаты видно сразу. Вот у нас в Казани регулярно проходит Казан-саммит, и мы видим общение, проблемы, которые возникают, мы стараемся решать, коммуницировать. Недавно совсем форум был в Уфе. Мне тоже очень понравилось. Круглый стол, садитесь, задавайте вопросы, обсуждайте. Вот этот формат, он очень интересен. В Самаре тоже Халяль-Дэй проходил, наверное, примерно полгода назад. И там тоже вышел губернатор и говорил: мы всех ждем, приходите, приезжайте, рассказывайте. И сейчас мы видим результаты. Там в регионе воспринимается это нормально, понимает потенциал, готовы к сотрудничеству. Это очень важный аспект, на самом деле, которым мы должны пользоваться. Сложилось мнение, что, например, халяльные продукты, они всегда дороже, чем нехаляльные продукты, поскольку есть вопросы, связанные с получением сертификации, особенности забоя и так далее. Скажите, а вот касательно исламских финансов, насколько исламские финансы, они дороже, чем неисламские или дешевле? Ну, если брать касательно нашей программы рассрочки на жилье, то, конечно же, рассрочка беспроцентная, когда человек инвестирует в строительство, она существенно выгоднее, чем тот же самый традиционный кредит. Человек по рыночной цене выкупает квадратные метры. Здесь оно никак не может быть дороже. Почему? Потому что нет вот этого самого финансового посредника, что касаемо нашего продукта. Если говорить о продуктах питания, то здесь немножко другой момент. Я думаю, что если даже где-то может быть там халяльная продукция немного дороже, то это, скорее всего, издержки того, что пока недостаточно развита эта индустрия в каком-то конкретном регионе. Вот, например, в Татарстане у нас в Казани я не наблюдаю, что халяль мясо, халяль колбаса или халяль курица, она дороже, чем не халяль. Цена одинаковая, пожалуйста, бери, выбирай. Я абсолютно соглашусь. Тут все-таки связано с монополией. Если у нас действительно на России присутствует одна компания, которая предоставляет эти услуги, у нее всегда есть соблазн, так скажем, воспользоваться ситуацией. А если классическую модель мы разберем, на самом деле тут надо сравнивать вот исламский банк. Какого размера банка он себе может позволить где-то маржу снизить. Если его сравнивать с большой с маленьким, тут тоже надо нюансы разные смотреть. Я думаю, в любом случае, чем будет больше компания этим заниматься, чем больше будет продуктов, тем они будут с собой немножко конкурировать, и у нас цены будут снижаться. По поводу нашей компании могу сказать, что если возьмем мы срез фондового рынка, управляющие компании, которые этим занимаются, они берут скидки, надбавки, то есть за вход и выход с вас определенный тариф возьмут. Мы этого исключили. То есть если возьмем средний срез температуры по больнице, у нас она ниже. Ну, в любом случае какие-то дополнительные нагрузки мы держим, но это в порядке вещей, потому что когда человек идет первый, ему немножко сложнее. Ну, в принципе, еще хотелось бы добавить, мы, конечно же, готовы к этому. Многие ученые говорят, если какая-то страна, какой-то регион хочет начать активно заниматься исламскими финансами, нужно быть готовым, что какой-то период это будет приносить не такой доход, как хотелось бы. Но это такой переходный период, и мы, участники этого рынка, как мусульмане, конечно же, к этому готовы, чтобы индустрия развивалась. И еще хотелось бы отметить такой момент, то что действительно иногда может казаться, что услуги в исламских финансах немного дороже, но здесь уже это в отдельных каких-то типах сделки. Например, по сделках по стандарту Мурабаха. Когда происходит купля-продажа, там накладывается дополнительная налоговая нагрузка. Я думаю, что если сейчас идти в сторону того,
что мы сегодня хотим получить какой-то положительный экономический эффект от исламских финансов, от исламской экономической модели, то нужно где-то смягчать вот эти вот налоговые нагрузки на какие-то компании. Тогда все выровняется и будет уже, наверное, более однородным, рынок станет более однородным. Но это точечные такие проблемы, но они тоже требуют своего решения. Также есть некоторые проблемы, например, вот в рассрочке на жилье материнский капитал, где человек может только после 3 лет его использовать, когда ребенку исполнилось 3 года. Тоже такая проблема, да, когда человек не может эти деньги вложить. Такие моменты есть, но они, я не считаю, что столь критичны, что нельзя заниматься этим. Но, конечно, если это исправить, рост будет намного быстрее. Да, есть еще актуальный вопрос, часто мне его задают люди, то, что только мусульмане могут принимать участие в программе рассрочки. Конечно же, нет. Я привожу такой один простой пример, который всегда вызывает улыбку. Я говорю, если не мусульмане пришли в кафе халяль или пришли в магазин и хотят купить колбасу халяль, никто не говорит ему, ты мусульманин или не мусульманин. Пожалуйста. Это фундаментальное правило, то, что все блага шариата, все блага ислама, они абсолютно для всех. Шариат открыт, и все блага, которые мы можем получить, они абсолютно для всех. Любой желающий может воспользоваться. На самом деле это не конфессиональный выбор. У нас очень много клиентов уже, я догадываюсь, из исконно русских территорий с русскими фамилиями, которые приходят, спрашивают, а в чем принцип у вас? Я говорю, мы не связываемся с алкогольными компаниями, с табачными, с банковской деятельностью. То есть у нас инвестиции не в этот, а в сектор, который соответствует канонам нашим. И многие люди понимают, что действительно, чтобы вокруг мир поменялся, мы должны менять себя, воздействовать на окружающий мир. Вот таким путем. Поэтому на самом деле ценности у нас общие. Это нас объединяет, вот именно этические ценности, которые сейчас уже человеку важно не сколько он заработает, многим, а ему важно смотреть, куда он вкладывает, за счет чего получает прибыль. То есть уже человек старается задумываться. Поэтому вот это вот этическое направление, оно во всем мире очень развито. Большое спасибо за ваши ответы, за участие в семинаре. Двери нашей мечети, нашей программы всегда открыты для вас. Мы ждем еще вновь и вновь в нашей студии и в нашей мечети. Зур рахмат сизге. Большое спасибо. Ассаляму алейкум.